Мероприятия, посвященные 25-летию Министерства по налогам и сборам Абхазии, начались с церемонии возложения цветов в мемориалу погибших защитников Родины в парке Славы в Сухуми. 53 сотрудника организации принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сотрудники министерства во главе с руководителем Дауром Курмази и приглашенные гости почтили память воинов, павших за свободу и независимость Абхазии. Затем в конференц-зале кабинета министров состоялось торжественное заседание. Министр Даур Курмази рассказал об основных этапах становления и развития налоговой службы и о ее достижениях в последние годы. Становление и развитие налоговой службы Республики Абхазия происходило в неразрывной связи с развитием нашего государства. В условиях послевоенной разрухи государственная налоговая служба и в целом налоговая система Республики Абхазия создавались как важнейшие и крайне необходимые государству элементы. Вчерашние ополченцы со своими соратниками начали принимать активное участие в строительстве своего государства, в том числе и в создании налоговой службы. Одним пришлось вспоминать довоенный опыт, другим осваивать новую профессию. Наверное, не ошибусь, если скажу, что первые годы были самыми тяжелыми во всех смыслах. Но безграничная вера народа в будущее нашей страны дала свои плоды. Создана на нулевой базе налоговая служба уже в 1999 году обеспечила фактическое поступление налоговых платежей в размере 48 миллионов рублей. Сотрудников Министерства по налогам и сборам поздравил президент Рауль Хаджимба. Налоговая служба всегда являлась надежной опорой государства и гарантом экономической безопасности страны. За последние годы в деятельности ведомства произошло много изменений, обеспечивающих его полноценное становление и функционирование, отметил в частности в своем выступлении глава государства. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в системе налоговых органов трудились и трудятся квалифицированные специалисты. Им на смену приходят новые молодые кадры, ежегодно накапливаются опыт качественного налогового администрирования. Растут собственные доходы государственного бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и увеличения объемов налоговых платежей предпринимателей. В то же время, как отметил президент, фискальная политика государства не должна быть тяжелой для одних налогоплательщиков и лояльной к другим. Реализация именно этой задачи и возложена на налоговые органы. Другой стороной такого подхода должен стать регулирующий характер налоговой системы, способствующий развитию собственной экономики и поддержке отечественного предпринимательства. Отношение государства в лице его фискальных органов к налогоплательщику любого уровня должно строиться на взаимном доверии и уважении, гарантированном соблюдении его прав, четкости и обоснованности требований на основе нашего законодательства в этой сфере. Указом президента Мира Булогу присвоен классный чин советника налоговой службы первого класса, а заместителям министра по налогам и сборам Александру Гуле и Леонтию Ардзенбо присвоены классные чины государственных советников налоговой службы. На торжественном заседании присутствовали и бывшие руководители ведомства, возглавлявшие организацию в разные годы. Все, что достигнуто сегодня в деятельности Министерства по налогам и сборам, как дом строилось по кирпичику. И мне очень приятно то, что волею судьбы в моей трудовой деятельности был период, когда я имел честь возглавлять данное ведомство. Рад тому, что налоговые органы держат марку. Мы и сейчас плотно сотрудничаем с Министерством по налогам и сборам по различным вопросам, связанным с реформированием системы налогообложения, ее совершенствованием. Поступления в бюджет помогают жить без бед. Подвести пора итог, кто помог собрать налог. Что же будет со страной без профессии такой? Всю налоговую службу нам поздравить очень нужно. Пожелаем процветания и во всех делах старания, чтоб сопутствовал успех. В общем, с праздником вас всех! Сотрудников организации также поздравили спикер парламента Валерий Кварчия, представители различных ведомств и организаций Абхазии, Верховного суда, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, МВД. Чтобы поздравить абхазских коллег с профессиональным праздником, из Южной Осетии в Сухум приехала делегация, возглавляемая председателем комитета по налогам и сборам Юго-Осетинской республики Владимиром Каджаевым. В ходе торжественного заседания состоялось подписание межведомственного соглашения. Под документом поставили
подпись все руководители ведомств Даур Курмазия, Владимир Каджаев. В завершении торжественного заседания ветеранам налоговой службы Абхазии были вручены медали в честь 25-летия создания Министерства по налогам и сборам республики, а сотрудникам организации присвоены очередные классные чины. Отличившимся служащим были вручены почетные грамоты. Гугуца Вардания, Тамас Чековани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.